башкирская лошадь, как и башкирская пчела, это не просто порода животных, это наше культурное наследие, это подарок наших предков нам, нынешним поколениям. Потому что вот я в своей статье про татарскую породу там написала: наши предки, башкирские кочевники, были мудрыми. Они оставили своим потомкам прекрасную лошадь. А вот нашим соседям их предки ничего не оставили. И пришлось им у нас воровать вот эту лошадь. Так что нам нужно не только гордиться этой породой, ее беречь, охранять, и чтобы она не исчезла именно в том чистом виде. То есть тут ведь важно не то, чтобы сохранять поголовье лошадей, а сохранять нужно генотип, генофонд породы. Именно в том виде, в котором она была создана. Еще не поздно, вот сейчас еще можно сохранять генофонд. В этом направлении я совместно с сипподромом Акбузат, где работает Центр компетенции по коневодству, стараюсь что-то делать для того, чтобы сохранить и размножить потомство вот особенно типичных, настоящих башкирских лошадей. Не поместных, а наших лошадей. И размножить это потомство. Так мы спасли породу в 20 веке. И сейчас, хотя, конечно, очень много ценного поголовья утеряно, еще есть возможность сохранить для наших, для потомков вот эту уникальную породу. Я влюблена в нашу башкирскую лошадь, потому что нет ни одной другой породы, чтобы давала молоко до 4500 литров за лактацию, чтобы давала такие приросты, чтобы она была так неутомима в работе и не требовала никаких усилий по уходу за собой. Это уникальная порода, ее надо охранять, ее надо сохранять, ей надо гордиться. Я хочу, чтобы наша молодежь должна, она со школьного возраста приобщаться вот к этому делу. Потому что при школах же можно создать, если не при школах, то в населенных пунктах, школа конной езды. Ребята должны приучаться уже с детства, полюбить животное. Если даже он потом в взрослом состоянии станет инженером, космонавтом, но любовь к лошадям, которая была привита с юности, она сделает его добрым и прекрасным человеком. Потому что, общаясь с лошадьми, ты сам становишься лучше и чище. Насчет даты, я думаю, что было бы, наверное, неплохо именно узаконить тот месяц, когда башкирская популяция лошадей стала породой. В 1990 году, в декабре месяце. Но, видимо, тут еще надо уточнить именно какой недели. Это ведь будет зависеть от того, не приходятся ли другие праздники на это. Но, думаю, декабрь месяц для башкирской лошади – это ее впервые признание породой и внесение в государственный реестр Российской Федерации в качестве породы, созданной методом народной селекции. Вот я особо хочу подчеркнуть, хотя в авторстве вот там я, Сайгин посмертно, профессор Сайгин,
Виктор Степанович Мурсалимов, Хазиев, Мукминов, он работал в Уфимском конном заводе, Мугинов, он работал в Баймакском опытном хозяйстве. Они являются авторами этой породы. Но, тем не менее, я настоящими авторами породы считаю наших предков, которые именно создали, сохранили, совершенствовали, как могли, эту лошадь. Поэтому было обязательным наше предложение, чтобы эту породу там написать: порода, созданная методом народной селекции. Это дань уважения нашим предкам, которые создали эту замечательную лошадь.